Так это, кто не разберет, останется единственным. Кто не разберет, останется единственным. Надо автобус поставить, а там раздать. Надо было. Вы идите, а я вас так-таки вчера. Вот так это приезжаю. Вот мне это на второй этаж еще. Сейчас я пойду. Пошли вверх по течению. Вы до определенного места дошли, Нет. это красиво. Какая акция сегодня у нас в Сыктывкаре проходит? Даже не знаю. Не занимаюсь этим. Акция? Да. Не знаю. Акция профсоюзов. Что-то я слышал такое, что там Поддерживаете ее? борются за что-то. Кто-то за что-то борется? Да. Ваше отношение? Да у меня нейтральное отношение. Я просто не знаю, за что они борются. Ну, митинг профсоюзников. Так. Ну, Вы участвуете в ней? не знаю, как с работой. Что, с работы надо Да отпроситься? я иду на работу. Ага. Ну, отпрашиваться не знаю, наверное, все пойдут. Все-таки митинг, так сказать, общепрофсоюзный, все члены профсоюза. Наверное, все понимают, что вас еще интересует. Вы ее поддерживаете? Ну, безусловно, бог ты мой, ну. Но так, ну же все говорят, так жить нельзя, но мы-то, наверное, больше всего чувствуем, мы люди искусства. Да, мы больше всего это чувствуем, потому что с нашими зарплатами, с нашим житьем, это, ну, дальше некуда. Мы до ручки дошли. Спасибо. Да, пожалуйста. Я уже его нашла и привезла. О проведении 27 октября общероссийской акции протеста профсоюзов против ухудшения социально-экономического положения трудящихся. Цель и смысл акции – заявить во весь голос правительству, президенту, Федеральному собранию Российской Федерации, правительству Республики Коми о наиболее острых проблемах трудящихся, неотложных и справедливых требованиях профсоюзов в области заработной платы, занятости и социальных гарантий. Прибыли и присутствуют делегации шахтерских коллективов Воркуты и Инты, нефтяники и газовики Ухты и Учинска. Бурлун, Дона Йоркия, здравствуйте, братья и сестры, граждане Республики Коми. Мы сегодня проводим наш митинг здесь, и вы все их видите прекрасно. И все-таки, почему мы собрались на этот митинг? Да только потому, что власти. Я не буду останавливаться на положении в каждой отрасли. Вы сами прекрасно знаете это положение, ощущаете на себе, может быть, даже стоит уметь достойно получать справедливую оплату труда, получать своевременную и справедливую оплату труда. Государство. Где социальная помощь? Где защита? Где забота о нас? На мой взгляд, этой заботы пока не видно. Не видно этой заботы и только на пенсии престарелых родителей. А у кого нет престарелых родителей,
Многие статьи этого закона работают, и у людей труда хоть есть хоть какая. Пригласите, Вы в своих выступлениях лучше выскажете Не объясняйте, и почему. расскажете о положении в своих отраслях. Не скажете, какая сегодня акция в Сыктывкаре проходит? Митинг? А? Митинг? Вы будете участвовать в этом митинге? Нет. Чего? На учебу надо. Да? И не будете участвовать? Нет. Только потому, что на учебу? Да. Да? А у меня никаких претензий нету. Кому? А кто это? Против кого митинг? Я знаю, что митинг идет по поводу бюджетных организаций, что они обнищали. Пока. Вы не участвуете? Ну, в принципе, должна, конечно. Сама работаю в бюджетной организации. Ну, работа. Акция профсоюзов. А вы участвуете в ней? Я поддерживаю, Поддерживаете? конечно. Ну, вы ее так поддерживаете. В самой акции не участвуете на стадионе? Ну, у меня дела очень срочные. Ну, я знаю об этом. Обеспеченность занятости трудоспособного населения, принести необходимые, и сделано это не случайно, несмотря на наши многократные и массовые выступления и обращения. Теперь у нас нет другого выбора, как только добиваться избрания в высшие законодательства. И что они способны завтра отстаивать наши интересы. Надо в руки брать. Выступает Анучин Александр Петрович, председатель Лескома профсоюза работников лесных отраслей. Проблемы с обеспечением сырьем еще заметнее. А только перепродает ее, тот живет лучше и вкусно ест. Представители лесной отрасли республики собрались здесь, чтобы показать свое единство. Но нет единой структуры реального влияния и управления. Зато абсурдные налоги, непомерные. Надо ведь обеспечивать хорошее содержание во много раз раздутые штаты. Уже не только в Сыктывкаре, но и в районах, поселках, селах, чиновников, фондов, инспекций, комитетов государства. Главное, кто же будет платить продолжительное время за официальное признание безработными тысяч людей в предприятиях? Многое потеряли люди труда, простые труженики. Не стало как от большой по численности лесозаготовительной отрасли, не от хорошей жизни смогли обеспечить летний отдых оздоровления в республике и за ее пределами. Из всех предприятий только брали властью полуправдой под названием эксперимента четко налаженную работу и средства социального страхования от профсоюзов. Я считаю, это не пошло на пользу трудящихся. Как прожить семьям лесной топливе, лесозаготовительной, смолой лесной заводской подотраслях, получая с большими задержками ежемесячную заработную плату от 90 до 180 тысяч рублей. Растет в то же время пьянство, воровство, преступность, от вынужденного безделья в том числе. Удушают монополисты на перевозках лесопродукции. Отключается последняя связь с внешним миром на предприятиях, в дальних лесных поселках. Наши проблемы и экономические пока требования известны. Прозвучат еще выступления. Здравствуйте. Программа «Столица». Не подскажете, какая у нас сегодня акция в Сыктывкаре проходит? Не знаю. Не знаете? А акцию проводят профсоюзы. Вы не поддерживаете их? Профсоюзы? Вряд ли. В последнее время от них ничего хорошего мы не ждали. И вы их не поддерживаете? Нет. Пойду на митинг вот. Мы с работы, наверное, все вместе пойдем. Откуда? С театра. Театра. Культура. Спасибо. Самые низкооплачиваемые. Ой, не знаю. Не знаете? Нет. А сегодня акцию проводят профсоюзы. А я никуда не выхожу, да. Я и не знаю. У меня радио не слышно. А что потом, я знаю. Я вот еле в магазин ходил, а потом уже не могу дышать. Спасибо. Да, пожалуйста. Рад был.
Отведенное место запасное показывает отношение главы его окружения к трудовому народу и красит участников, несмотря ни на что прибывших сюда. Трудовые коллективы лесной отрасли живет все хуже и хуже. Сегодня самая низкая заработная плата рабочего сельского хозяйства. А сами-то что прячетесь? Мне не надо, мне не надо. Вот Ельцина, пока. Сделайте голодные все голодные. Под разными предлогами все голодают. идет раздробление надо летать в Виленскую военную больницу. 80 миллионов. Я вот вам скажу, давно надо расстрелять Спиридонова, Карачеева, предатели Родины. Нас до чего довели? До нищеты. Хлеба куски собираем, бутылки собираем на улице. Это же жизнь. Я 7 братов отправила на войну, 2 зятя, 2 сестры. Ай, какую я жизнь заслужила? Какую жизнь? Сосед меня каждый раз топит и еще судят, такие как вот Спиридоновы. Я в прошлое ночинками таскала гравер, в ремесленном училище училась. А теперь я на юбилей прошлой не имею встать и сказать свое слово. Это куда годится? Где правда? Где советская власть? Кто это красный такой флаг повесил, когда кровь не почесал? Без копейки денег работали 5 лет. С 41 года до 45 года там 5 копеек не платили, только чтобы с голоду не умереть. Это мы сейчас доживаем. А Спиридонов коронацию на сколько миллионов заправил? А два типа ползал от пенки. Президент Трампа сыт. Не вышел на это самое встречу с ирландской представителем. Это у нас правитель. Даже Иван Грозный, то умнее был. Шибко не снимай. А чего? Да. Ну вы что, по какой теме-то? А по профсоюзу вы знаете, что сегодня акция? Да, знаю, что Вы на малом буду обязательно. Ага. Обязательно. Вы поддерживаете ее? Обязательно. Я, правда, не все поддерживаю, но в основном все. Ну придете на митинг. Обязательно. А что будете делать? Буду поддерживать за хорошие слова. А как вы будете поддерживать? Но какие в моей мысли, такие я и буду. Мысленно будете поддерживать? А как потом поддерживать? Делами. Обычно у нас такие делами. А делами я же драться не буду там. А обязательно пули пускать не буду. А делами как делами? Делами руками надо работать. Да. Надо работать. Работать. И еще раз работать. Как говорил? Ленин нас учил учиться, еще раз учиться, да? Да. А профсоюзы это школа коммунизма. Да. Но сейчас говорят ни коммунизма, ни социализма. Изма нету слова. Угу. Какая акция проходит сегодня в Сыктывкаре? Я не знаю, какая акция. Не знаете? Нет. Митинг же сегодня проходит профсоюзов. Я первый раз слышу от вас. Да? Честно. А не будете участвовать в митинге? Почему? Будете? А в честь чего митинг? Я вот не понимаю. Митинг? Чтобы жить стало лучше, жить стало веселее. А я с удовольствием. Да? Да. Ага. А знаете, где он проходит? Не знаю. Не знаете? Вот на стадионе. Здесь? На запасном. Сегодня? Да. Сегодня? Да. Когда? Во сколько? В 12 часов. А я до часу на работе. Вот, видите. Да, вот этот очень хороший слоган. Есть нуждающиеся в помощи? Пока нету. А что ожидаются? Может быть и будут. Битые или как? Не знаем.
фантазия? Будут. Одна скоро? Страшно стоит. Напоминаю, что вы смотрите телевизор. Там... Каким образом товаропроизводитель может конкурировать с товаропроизводителем центральных и южных областей, где продукция честно не будет работать. Поэтому Встреча была односторонней. Создалось впечатление, что цель визита господина министра была унизить профком Петарки, которая, проработав более 20 лет, заболев туберкулезом легких, в кармане имеет всего 93 тысячи рублей. Это в сентябре месяце. Не могу выписать газеты, купить книги, белье, одежду. Такое положение не только у меня, врача одного. Такое положение у многих врачей не только в тубдиспансере, но и в поликлиниках. Я обращаюсь к правительству республики. Прошу обратить внимание членов правительства на то, по республике выявлено 465 человек. Если в 90-м году было 365 заболевших туберкулезом, где указывается, что правительство республики органами исполнительной власти на местах предоставлено право направлять дополнительные средства на оплату труда работников здравоохранения. Но у местной администрации таких средств для повысить заработную плату на первую ЕТС до уровня прожиточного минимума. Выступает Веревкин Владимир Васильевич, представитель Российского совета профсоюза нефтяников, газовиков и строителей. Дорогие друзья, почему? Потому что в этой республике, как в капле воды, отражаются все наши беды, отражаются все те несчастья, которые обрушились на наши головы. Я хочу от имени Российского совета нефтегазпрофсоюза, от всего 1,5-миллионного нашего членов профсоюза, передать вам горячий привет от всех регионов. Есть также вашего президента. Эти мужики голые, голодные ходят. Ну как же так можно это делать? Это не только у вас. Это везде. Понастроили на севере городов. Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут. Сейчас не знаю, что с ними делать. Люди начинают уходить в отпуска и прочее. И в Голландии, в Германии. Каждые 100 грамм колбасы, купленной иностранной, мы создаем рабочее место там. Я вчера из Ухты проехал на машине, мы в магазинчике останавливались. Мы не получали, во-первых, выпад в апреле месяце. Можно вас? Да, не пожалуйста. подскажете, какая сегодня акция в Сыктывкаре проводится? Митинг какой-то, да? Я думаю, в защиту. Вы будете в нем участвовать? Нет, разумеется. А что? Просто нет времени и желания. Акция? Я думаю, наверное, насчет что-то юбилея связано. Нет? Нет. Не подскажете сами? Кто проводит? Проводит? Профсоюзы проводят акцию. А, профсоюзы? Ну, наверное, мы ждем же насчет, если профсоюзы что-то делают для жителей. Вы будете участвовать? Обязательно. В митинге? Обязательно. А где он проходит, знаете? Нет. А как же вы будете участвовать, не знаете где? Ну, все равно. Все равно буду? Да. Мысленно? Спасибо. Ой, даже не знаю. Акция профсоюзов. Да, не знаю, извините, не А знаю. будете участвовать в ней? Нет. Почему? Ну, не в курсе, потому что... Да? И пусть они там заседают, сколько хотят. Да. Спасибо. А вы? Нет, уже нет. Мы не местные. Да? Да. Ну вот, ну и ладно.
спешу, опаздываю. Здравствуйте. Программа «Столица». Не подскажете, какая сегодня у нас акция в Сыктывкаре проводится? Не знаю. Не знаете? Не знаю. Сегодня же профсоюзы проводят акцию. Ну, и чё? А вы не поддерживаете? На митинг не пойдете? Нет. Нет? Нет. Почему? А что там делать на митинге? Поддерживать их Кого? профсоюзы. Профсоюзы работать должны, а не митинговать. Спасибо. Вы практически даете возможность ограничения. То есть кто может купить, например, путевку? Обязательно приду, поддержу всех, кто старается сделать нашу жизнь лучше. Спасибо. Пожалуйста.